В Казахстане дорожает национальная валюта тенге. Причина – решение стран ОПЕК и других экспортеров нефти снизить объем добычи. Тем временем из-за ситуации с коронавирусом режим ЧП в стране продлен до конца апреля. Граждане должны понимать, что помощь предоставляется лицам, действительно испытывающим финансовые затруднения. Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию. Из-за надвигающегося экономического кризиса во всем мире 500 000 человек могут оказаться за чертой бедности. В Афганистане перед гражданами уже стоит выбор – соблюдать карантин и голодать или идти на улицу и попытаться заработать. Выходим из дома, чтобы найти деньги на аренду, электричество и еду. Да, мы рискуем заразиться коронавирусом. В зоопарке Каракола животные находятся в плачевном состоянии. Из-за режима ЧП люди не покупают билеты, а у администрации нет денег на корм. Хотя кто-то находит способы помочь животным. Я безмерно благодарна этим людям и со своей стороны обещаю, что все эти средства дойдут до животных. Извините, мне просто... Вы смотрите информационную программу «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Егор Максимов. Здравствуйте. К главным темам. В Казахстане режим чрезвычайного положения продлили до конца апреля. Карантин сохраняется в Нур-Султане, в Алматы, в Шымкенте и в некоторых других областях. Такое решение сегодня принял президент страны на заседании Госкомиссии. А у нас на связи наш корреспондент в Нур-Султане Ернур Даржанов. Ернур, привет. Как власти объяснили продление карантина? Какая вообще ситуация с коронавирусом в стране? Приветствую, Егор. Вопреки ожиданиям казахстанцев, карантин продлили. Теперь населению в основном придется посидеть дома до конца месяца, как минимум, об этом сказал президент. Продлят ли этот карантин, станет известно к концу апреля. Такое решение глава государства объяснил тем, что пик заболеваемости еще не пройден. То есть, если сейчас раньше времени снять режим ЧП, то это может обернуться большой бедой как для самих граждан, так и для всей страны. Также в то же время малый и средний бизнес решено постепенно возвращать к работе. Прежде всего это касается Нур-Султана и Алматы. Это большой риск, говорит Касым-Жомарт Токаев, но другого выхода, к сожалению, сейчас нет. Помимо этого, президент сообщил, что карантин обнажил серьезные проблемы государства. Дистанционное обучение с треском провалилось. Система электронного обучения, на которую потратили миллиарды тенге, цитирую президента, крякнулась. Также большие вопросы возникли к программе «Цифровой Казахстан», которая показала попросту свою несостоятельность. Еще один важный момент – это выплата соцпомощи. По словам Касым-Жомарта Токаева, центральные и местные госорганы провалили работу разъяснительную работу, из-за чего граждане начали осаждать банки, выстраиваться в очереди. Началась всеобщая такая паника и неразбериха. Чтобы получить эти заветные $95. Вот как об этой ситуации высказывается президент страны. Предлагаю послушать далее. Граждане должны понимать, что помощь предоставляется лицам, действительно испытывающим финансовые затруднения в связи с введением чрезвычайного положения. Поэтому следует пресекать необоснованное получение данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов. Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию. А вот краткая сводка по коронавирусу в Казахстане. Еще 2 человека скончались. Таким образом, общее число жертв в стране достигло 9. Случаев заражения перевалило за 8 сотен. В лидерах по количеству заметным отрывом по-прежнему столица. В завершение хочу сказать, что единственным, пожалуй, светлым пятном в последние дни стало укрепление нацвалюты. Курс доллара упал сегодня до 431 тенге. Большое. Ернур Даржанов на прямой связи из Казахстана. А мы сейчас подробнее поговорим как раз о курсе валют в Казахстане. Тенге укрепляется не просто так. Причиной стало, в первую очередь, соглашение стран-экспортеров нефти. Они планируют снизить добычу. И хотя документ еще не подписан, рынки на него уже реагируют. Подробнее об этом расскажет Александр Касаткин.
Крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Сегодня ночью большинство стран, входящих в ОПЕК+, согласились на это во время 10-часового онлайн-заседания. При этом, судя по заявлениям участников, предварительные переговоры продолжались все последнее время. Например, цифру в 10 миллионов баррелей президент России Владимир Путин называл еще неделю назад. По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти где-то о сокращении в объеме 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, а может быть чуть больше. Больше всего объем добычи нефти по новым договоренностям придется снизить России на 1 миллион 800 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия снизит свою добычу на 1 миллион 300 тысяч. При этом третий крупнейший в мире нефтедобытчик, США, в сделке не участвует. Но из-за текущих низких цен на нефть Штаты естественным образом уже сократили свою добычу. Россия требовала американского участия в сделке. Сегодня ночью состоялся трехсторонний разговор между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии. У нас был очень хороший разговор. Посмотрим, что произойдет. Я бы сказал, что ОПЕК приближается к соглашению. Это был напряженный разговор все 1,5 часа. Страны ОПЕК+ еще в начале марта пытались договориться о снижении объемов добычи нефти на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса. Тогда Россия вышла из сделки и отказалась снижать добычу. В итоге последовал самый крупный за 20 лет обвал мировых цен на нефть. Российская экономика, которая находится в прямой зависимости от нефтяных цен, оказалась под угрозой кризиса. Мировой лидер добычи нефти, Саудовская Аравия, тогда объявила о существенных скидках на свою нефть, а в Москве заявили, что падение цен можно компенсировать увеличением объема добываемой в России нефти. У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарасти до 200-300 тысяч баррелей. В перспективе потенциала до 500 тысяч баррелей. Это в ближайшее время. Теперь, спустя всего месяц после того, как Александр Новак покинул переговоры ОПЕК+, ОПЕК оценивает превышение добычи по отношению к спросу в 14 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки. При сохранении нынешнего объема добычи к маю все нефтехранилища в мире будут переполнены, и нефть будет негде даже хранить. Накануне генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал нынешнюю диспропорцию ужасающей. Кирилл Михайлов, Александр Касаткин. Настоящее время. Ситуацию с экономикой Казахстана подробнее обсудим с экспертом-экономистом. У нас на связи Алжас Тулиулов. Алжас, добрый вечер. Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сейчас тенге укрепляется. Какой курс ждать Казахстану в ближайшее время? Действительно, сейчас тенге проявляет такое заметное укрепление. Так, сегодня он достиг 431 тенге за доллар курс. Это почти что на 4% меньше по сравнению с началом апреля или на 17 тенге меньше того пика, который наблюдался в конце марта. При этом укрепление тенге продолжает те глобальные процессы, которые мы наблюдаем, а именно восстановление котировок цен на нефть и укрепление обменных курсов сырьевых валют. Это канадский доллар, российский рубль, мексиканский песо, и в том же русле двигается казахстанский тенге. При этом дальнейшая его динамика будет зависеть опять-таки, как сейчас отреагируют цены на нефть, на те процессы, которые происходят вокруг ОПЕК+, вокруг стран G20, которые тоже сейчас обговаривают вопросы, связанные с тем, как стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке в части увеличения закупок в резервы, а также сокращения добычи. Алжас, а насколько плотная вот эта связь между добычей топлива в Казахстане и курсом валюты? Что вообще сейчас происходит с добычей нефти в стране? По итогам прошлого года, в 2019 году было добыто 90 миллионов тонн нефти. Это приблизительно исторический максимум. Это около 1,8 миллионов баррелей в сутки. При этом ОПЕК+, Казахстан также берет на себя некоторые обязательства в рамках этого договора. Вчера министр энергетики Казахстана господин Ногаев также участвовал в данном видео-совещании стран ОПЕК+. И теперь Казахстан также должен сокращать добычу примерно на 363 тысячи баррелей в сутки. Это примерно, если считать полгода, то по нашим оценкам, при том, что Казахстан будет полноценным участником нового соглашения ОПЕК+, добыча нефти сократится примерно на 17%, и по итогам этого года может составить 74 миллионов тонн. Это минимум с 2008 года. То есть за 20-12 лет это будет минимальное значение. При этом тенге может испытывать такое двоякое
влияние от этого процесса. В первую очередь тенге будет испытывать поддержку от некоторого восстановления цен на нефть, который может последовать за сокращением мирового объема производства энергоресурсов. Но при этом при сокращении объема добычи нефти непосредственно в Казахстане это скажется на сокращении объемов экспорта и, соответственно, на сокращении валютных притоков, которые также могут оказывать давление на текущий курс тенге. Алжас, а стоит ли Казахстану ждать кризиса в результате пандемии коронавируса? В целом сейчас в Казахстане уже наблюдаются некоторые такие кризисные моменты. Это в первую очередь влияние сокращения внешнего спроса на Казахстан, на сокращение именно экспорта. Номинальный экспорт с начала года уже сократился на 20%. Это первый момент. Второй это канал, конечно же, это карантин, который также сейчас вводится повсеместно, по всему миру, сокращение внутреннего спроса. Но при этом правительство и администрация президента принимают все необходимые меры по нивелированию негативного влияния данных процессов на экономику Казахстана. В частности, оказываются меры поддержки для малого и среднего бизнеса и для населения. И поэтому говорить, что будет некое катастрофическое влияние на экономику Казахстана всех тех процессов, которые мы имеем, я бы не стал. Но вместе с тем, по официальным прогнозам, по самым последним обновленным прогнозам Министерства национальной экономики, по итогам 2020 года ожидается падение экономики Казахстана, реального ВВП Казахстана на 0,9%. И это, кстати, будет первый отрицательный прирост экономики нашей страны с 1998 года. Спасибо большое. Алжас Тулеов, эксперт-экономист, был с нами на прямой связи. Больше сотни казахстанцев тем временем не могут вернуться на родину из-за рубежа. Во всем мире полностью остановлено авиасообщение, поэтому у большинства туристов отпуск затянулся на месяцы. Как Казахстан намерен возвращать своих граждан, выясняла Шолпан Оразбекова. Я являюсь гражданином Казахстана, который застрял в Индонезии. Сергей Отняшев – один из тех туристов, кто не может вернуться на родину из-за пандемии. Отдых в экзотической стране обернулся борьбой за выживание. Сейчас в Индонезии десятки граждан, которые также не могут вылететь в Казахстан. Некоторые из них, так же как и я, имеют финансовые сложности. У кого-то украли деньги, у кого-то вынесли все ценности, в том числе из дома. Такая же ситуация еще в двух странах. В ловушке оказались и казахстанцы, отдыхавшие во Вьетнаме и Таиланде. У многих из них уже закончились деньги, а купленные заранее билеты вернуть не удалось. Я обратилась в посольство Казахстана в Бангкоке, где мне предложили помощь в виде рейса, который будет забирать наших граждан через 3 страны. И должны будут эвакуировать город Усть-Каменогорск. Помощь такая обойдется в $600, но еще не точно. В Министерстве иностранных дел Казахстана об этой ситуации знают. Дипломаты признаются, что привезти застрявших за рубежом казахстанцев они смогут только за их счет. Налицо пока неразрешимые противоречия. Туристы пытаются донести до представителей МИДа, что лететь платно они отказываются не по собственной прихоти. Некоторых, по рассказам казахстанцев, успели ограбить местные жители. Дипломаты же говорят, что туристы во всем виноваты сами. Они до конца отдыхали свои путевки. До конца, до последнего, до победного конца отдыхали. И теперь ставят условия, мол, забирайте нас бесплатно. Мы пытаемся организовать им чартерный рейс, естественно, репатриационный, коммерческий рейс. Но они говорят, нет, мы не будем платить, у нас денег нет. Была возможность пораньше вернуться рейсовыми, пока все еще не было закрыто. Но никто же не хотел этого. Сейчас люди живут в разных условиях. Кому-то с жильем помогло российское посольство, другие из гостиниц переехали в хостелы. Приходится очень сильно экономить, а стоимость билетов на специальный самолет может обойтись им от $400 до $1000. Смадьяров утверждает, что цена билета будет зависеть от количества заполненных мест в самолете. Чем больше наших наберется, тем меньше будет стоимость. Добрая половина говорит, мы готовы оплатить, а вторая половина говорит, нет, ни в коем случае, мы только бесплатно полетим. И из-за этой второй половины первая не может улететь, потому что билеты дорогие. Все рейсы, которые были до этого совершены, те граждане Казахстана, которые вернулись, все за свой счет вернулись. В МИДе также заявили, что чем быстрее люди согласятся купить билеты, тем раньше они вернутся домой. Пока туристам же сообщили в консульствах, что 14 апреля будет организован спецрейс в Казахстан. Но прежде чем вылететь, необходимо собрать информацию о всех гражданах в 3 странах. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан.
На границе России и Казахстана остановили 2 узбекистанских дальнобойщиков. У них диагностировали коронавирус. Об этом сообщает агентство Хабар-24. Водителей проверяли на казахстанском пункте Сырым, а после доставили в госпиталь, где подтвердили заражение. Сейчас оба мужчины находятся в инфекционной больнице. Дальнобойщики, как сообщается, ни с кем не контактировали, кроме врачей. Больного коронавирусом обнаружили и в роддоме Ташкента. Об этом сообщили власти Узбекистана. Теперь родильный дом закрыли на карантин на 2 недели вместе со всем персоналом, вместе с беременными женщинами и младенцами. В Кыргызстане уже почти 300 заболевших. Среди них вновь есть врачи. 1 человек за сутки скончался, и теперь общее количество жертв достигло 5. Власти страны продолжают просить помощи у международных организаций. Подробнее о ситуации в стране расскажет моя коллега Джибек Бегалиева. Джибек, добрый вечер. Собираются ли в Кыргызстане продлевать карантин? Привет, Егор. Речи об этом пока нет. С одной стороны, растет количество зараженных COVID-19, их у нас в стране сейчас 298. С другой стороны, отдельные активисты и предприниматели все чаще и чаще пишут о том, что правительству следует сделать послабление и дать работать некоторым объектам. Иначе, по их словам, экономике будет нанесен серьезный ущерб. Так как у нас в стране почти 27% населения живут за чертой бедности. Это значит, что они выживают где-то на $30 в месяц, они тратят на себя. И поэтому и эти предприниматели-активисты считают, что надо немного хотя бы некоторые сферы экономики, может быть, начать уже оживлять. Но внимание кыргызстанцев сейчас обращено на распространение коронавируса. Их зараженных у нас в стране все больше и больше. К сожалению, среди них очень много медиков, 13% почти. И власти продолжают говорить о том, что они, медики, защищены и обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Первое время, я уже говорил, не хватало. Сегодняшний день по мере необходимости мы обеспечиваем. Сегодняшний день тоже мы получаем, международные организации помощь. Мы распределяем в зависимости от потребностей в тех регионах, где в первую очередь в этом нуждаются. Тем временем очередная команда медиков-добровольцев выехала в места очаги распространения коронавируса. И на этот раз Минздрав заявляет, что врачи, санитары, фельдшеры обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Спасибо большое. Джибек Бегалиева на прямой связи из Бишкека. Одно из самых уязвимых для пандемии государств – это Афганистан. Там на сегодня 521 человек заболел коронавирусом, 15 скончались, но карантин в первую очередь ударил по наиболее бедным гражданам. Если люди остаются дома, им не на что покупать еду. Если они отправляются на работу, то рискуют заразиться. О том, как проходит карантин в Афганистане, расскажет наш корреспондент в Кабуле Лиза Карими. Эпидемия коронавируса поставила многих кормильцев семьи в Афганистане перед сложным выбором – заразиться COVID-19 или умереть от голода. Больше половины населения Афганистана живет за чертой бедности. У людей нет каких-либо запасов или сбережений, чтобы продержаться во время карантина. Даже в Кабуле, наиболее благополучном регионе страны, только часть людей соблюдает карантинный режим. Выходим из дома, чтобы найти деньги на аренду, электричество и еду. Да, мы рискуем заразиться коронавирусом. За 47 лет своей жизни я ни разу не получал помощи от государства. Даже сейчас на него нет надежды. Продавец этого продуктового магазина в одном из микрорайонов Кабула говорит, что после введения властями строгих мер его клиенты стали чаще брать товары в долг. У людей нет денег, они заимствуют у нас. Даже наш сосед, который работает в государственном учреждении, товары берет в долг. Он из-за карантина зарплату не получил. Все сидят без работы. Я сам даже не знаю, как оплатить аренду магазина в этом месяце. Сегодня 13 дней карантина в Кабуле. По сравнению с первыми днями, людей на улице стало больше. Это в основном те, кто вышел в поисках хоть какого-то заработка. Некоторые компании и фирмы на время карантина уволили своих сотрудников. Помимо этого, ряд безработных пополнили вернувшиеся из-за эпидемии в Иране и Пакистане трудовые мигранты. До пандемии треть населения Афганистана были безработными. Похоже, теперь этот показатель вырастает еще больше.
Полицейские забирают рабочих с собой. У нас у одного работника 9 детей. Если они не выйдут на работу, их дети будут голодать. Если вирус не убьет их, то они умрут от голода. Мы работали в отеле. Из-за карантина мы потеряли свою работу. Правительство хочет, чтобы мы оставались дома, но там мы умрем от голода. Согласно распоряжению главы МВД, сейчас улицы Кабула патрулируют полицейские наряды. Сообщение столицы с регионами заблокировано. Город практически изолирован от остальной части страны. Официальные лица каждый день призывают людей не выходить из домов. На днях за нарушение карантина ввели штраф 18 тысяч афгани. Это примерно $240. Лиза Карими, специально для телеканала «Настоящее время», Кабул, Афганистан. А в Кыргызстане, в городе Каракола, в зоопарке 150 редких животных могут остаться голодными. Зверей, многие из которых, кстати, занесены в Красную книгу, ранее содержали зоозащитники на средства от продажи билетов и на помощь от спонсоров. Но в карантин все поступления прекратились, государство денег на эти цели не дает. Все подробности выясняла Дарья Тимофеева. Под восторженные крики детей и расспросы взрослых обеды животных теперь не проходят. В последние недели зоопарк опустел. Посмотреть на забавную семью дикобразов и сотню других зверей в карантин никто не приходит. Есть и апрель, есть и май месяц. Именно эти 2 месяца были такие самые сборные, потому что праздники. И за эти месяцы, на эти праздники, что мы получали, мы могли уже начинать потихоньку делать запасы на зиму. Какие-то у нас прорехи или какие-то наши долги закрывать, которые остались с предыдущей зимы. Доход от продажи билетов исчез. Покупать корм стало не на что. Старых запасов хватит на пару недель. Порции еды пока остались прежними, но от дополнительных вкусностей, вроде фруктов или меда для медведей, пришлось отказаться. Это уже, конечно, мы не просим. Нам фрукты, это уже очень дорого. Уже мы, так скажем, на это сейчас даже не можем мечтать так. Нам сейчас самое главное необходимое – это эти овощи, зерновые, сено, мясо. Многих животных сюда привезли не просто, чтобы ими любовались. Зверей спасали от браконьеров и подбирали на улице, выброшенных кыргызстанцами экзотических питомцев. У нас есть еще и рысь, тоже без глаза, тоже была 2 года назад конфискована и потеряла глаз, у нее было воспаление глаза. Последний еще, вы, наверное, слышали, это лисенок Вук, которого конфисковали, у него был отрыв лапы, и нам пришлось ампутировать. В начале года Джа Барс стал одним из главных ньюсмейкеров страны. Барсу стреляли из ружья в голову. Несколько месяцев его выхаживали в столице, а в апреле хотели перевести в просторный вольер в зоопарке. Сейчас из-за режима ЧП многие планы рухнули. Редкого хищника взяли под опеку бизнесмены, покупают для него мясо. У большинства обитателей зоопарка таких попечителей нет. Для них собирают по крохам простые люди. Многие, так скажем, последние отрывают, кто-то делится, сами говорят, нам тяжело тоже, но хотят все равно помочь. Я очень благодарна, я безмерно благодарна этим людям. И со своей стороны обещаю, что все эти средства дойдут до животных. Извините. Мне просто серьезно, я не думала, что так мы были вынуждены обратиться ко всем на широкие массы, и не думала, что так откликнется. Очень приятно. Зоозащитники очень рады любой поддержке. Перечислить пожертвования можно на расчетный счет фонда Бугуэни или же на кошелек Эльсо. Также в зоопарке ждут любые корма, овощи, крупы и даже стройматериалы для ремонта вольеров. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в своих социальных сетях, в эфире национальных телеканалов и, конечно же, наш канал на YouTube. Меня зовут Егор Максимов, я с вами прощаюсь. Встретимся уже на следующей неделе. Берегите себя.
Лукашенко. Стадия отрицания. Государственные белорусские медиа успокаивают население, называют пандемию коронавируса фейком и ставят в пример президента, который отказывается верить в проблему. Коронавирус 5G. Фейк о связи нового уровня мобильной связи и пандемии привел к актам вандализма в Великобритании. Продажный футбол, наши танки будут в Праге, печенеги до половцы Путина и сатирический флешмоб против батьки. Обзор социальных сетей за неделю. Размышления о жизни и смерти. Рассказ работника кладбища в пригороде Кишинева. Народную вышитую рубашку Ию могут включить в список нематериального культурного наследия человечества. Молдавские и румынские этнографы готовят совместную заявку в